Росгвардия оцепила школу, а сотрудники спасательной службы вовсю готовятся эвакуировать детей. А внутри здания пожарные тушат огонь. Детей погружают в автобусы, а пожарные вовсю подсоединяют дополнительные насосы. Пока одна группа работает снаружи, другая отрабатывает внутри. Времени мало, и огонь может охватить всю школу. По легенде, учение задымления произошло 10:55. На момент возникновения пожара в классах шли занятия. Причина – короткое замыкание в электропроводке. Пока пожарные тушат вовсю пламя, спасатели обходят все классы и проверяют, остался ли кто-то из учащихся в школе. Выясняется, что один ребенок не успел выйти, задохнулся дымом и потерял сознание. Пострадавшего выводит из здания. Мальчик, согласно сценарию, получил сильные ожоги и, видимо, еще и отравился едким дымом. Спасатели доставляют его на носилках в карете скорой помощи, где уже врачи будут приводить его в чувство. Один человек у нас пострадавший. Так, его состояние, что больной? Ожоги. Перелом руки. Частично травма головы, да. Мы оказали первую помощь и быстро доставили до кареты скорой помощи. А как быстро вы выезжаете? Как только вам взяли, выезжаете? Как только сразу сигнал поступает, сразу выезжаем. Спасатели и сотрудники МЧС отметили, пожарная сигнализация сработала. Сами дети помогали друг другу покинуть горящее здание. У нас в школе есть очень много спасательных выходов. Нам было очень страшно. Мы вышли с нашими педагогами. Нас вывели на улицу, приехали пожарные, спасли нас. Сегодня на этих занятиях они получили дополнительные сведения, как себя вести, как выходить, как быстро сориентироваться в сложившейся ситуации. В кратчайшие сроки условно пожар был ликвидирован, и дети вернулись в свои классы. Говоря о безопасности, здесь все запасные выходы функционируют. Все необходимые меры противопожарной безопасности в этой школе имеются. Лестница, огнетушитель, кнопка для вызова спасателя, а самое главное – инструкция по пожарной безопасности, которая просто обязана быть в каждом учреждении, особенно где учатся дети. К месту пожара были направлены все силы для борьбы с происшествием. Когда пожар угрожает жизни детей, одновременно должны сработать все караулы. В конце учения, как и полагается, все структуры выстроились в ряд для подведения итогов. Площадь горения составила 15 квадратных метров. А быстро потушили? Значит, локализация, быстро, оперативно подключился, когда здесь включен был СИЗО, за 2 минуты была локализация проведена, и за 5 минут было ликвидирован очаг возгорания. Основная цель, значит, вот этих мероприятий, которые мы проводим, максимально минимизировать последствия любого чрезвычайного происшествия, любой чрезвычайной ситуации для населения особенно. Чтобы, значит, поэтому, насколько будет взаимодействие всех сил и средств нашего звена, настолько будет, значит, результат при ликвидации последствий любой типа, не только пожарного характера, и террористического, и техногенного, и природного. Всего за время учения эвакуировали 150 учащихся. Это говорит о слаженной работе всех структур. Сегодня этот пожар лишь продуманный сценарий, но в реальной жизни все идет далеко не по плану, поэтому всегда нужно быть начеку. Ирина Сычоева, Адам Далаков. Новости 24.